Самый умный город, самый этнографический музей, теперь еще и самый национальный парк. Новый сквер с газонами, оформленными в стиле древнеингушских орнаментов, заслуживает стать достопримечательностью столицы. Круговой дизайн парка символизирует также три положения солнца – прошлое, настоящее и будущее. В рамках федеральной программы «Малые города. Исторические поселения России» здесь также установлены скамейки с подогревом, бесплатный Wi-Fi, спортивная и игровая площадка и не только. Общая площадь парка 6,92 гектара. Весь комплекс мероприятий, который способствует полноценному отдыху, досугу для горожан, мне кажется, на этой территории будет у нас. Красиво, дети очень рады, здесь так интересно. Дети с удовольствием, я думаю, будут ходить сюда, отдыхать. Я думаю, это очень нужно. Я живу в Магасе, и я буду гулять здесь. Мне очень здесь нравится. Национальный парк назван в честь Виктора Петровича Полиничка, политического и государственного деятеля. Он внес большой вклад в разрешение национальных конфликтов, народный депутат СССР, патриот своей родины. Виктор Петрович был назначен главой Временной администрации на территории Ингушетии и Северной Осетии в 1993 году для того, чтобы разобраться в причинах событий, происшедших осенью 1992 года, и найти пути решения их последствий. Виктор Полиничка по счету был пятым главой Временной администрации на территориях Северной Осетии и Ингушетии. До него, как мы знаем, были разные люди, и перед ним, я прямо скажу, это несколько такой аморфные личности были, которые абсолютно не занимаются этой проблемой. Ну и назначение Полиничка Виктора 26 июня 1993 года было, наверное, казалось нам, принесет какие-то большие результаты, ожидаемые населением. И поэтому с этим связано то, что мы сегодня говорим о Викторе Полиничке как человек, который пытался и хотел решить проблему именно в ее кардинальном плане. Но надо учитывать факт, что всего 1 месяц и 4 дня ему удалось поработать. 26 июня 1993 года он был назначен. Кстати, постановление правительства, если до этого были все назначены указом президента России, он был постановлением правительства назначен. Соответственно, это же постановление поставило задачи перед Полиничко по решению, по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. По прибытии сразу на место попытался глубоко разобраться в сущности происходящего. Он неоднократно приезжал в Ингушетию, встречался с руководством нашей республики, беседовал с руководством Северной Осетии, понимая, что решить вопрос межнациональных отношений можно будет только глубоко узнав сущность происшедшего. И надо отдать должное, он сумел разобраться и в том, какую позицию занимает федеральный центр в этом конфликте, какую позицию занимает руководство Республики Ингушетия, руководство Северной Осетии. И прикладывал огромные усилия к тому, чтобы беженцы и вынужденные переселенцы из пригородного района и Владикавказа вернулись к своим очагам, вернулись именно туда, где на протяжении веков жили предки ингушей в пригородном районе. На жизни Виктора Полиничка покушались 5 раз. Он погиб 1 августа 1993 года в результате террористического акта. Служебная машина, на которую он передвигался по дороге в селение Тарское для переговоров, была обстреляна неизвестными. Именем Виктора Полиничка названа улица в Ингушетии. Теперь и этот парк в Магасе. Местные жители, безусловно, будут гордиться этим. Рина Сычоева, Адам Мережков, Майрбек Межоев. Новости 24.